Я жила в полном одиночестве. Так сложилась жизнь, что у меня никого нет. Но когда мне очень плохо, Боже, ко мне кого-то послали. Элеоноре Козьмиди 80 лет, активный участник национально-освободительного движения абхазского народа, гречанка по национальности. Элеонора Козьмиди родилась и выросла в Абхазии. Всегда считала справедливой борьбу абхазского народа за свободу, поэтому и отстаивала права абхазов говорить на своем языке, соблюдать свои традиции, развивать собственную культуру. Именно за эти принципы Элеонора Козьмиди не раз подвергалась гонениям в 80-е годы. Несколько раз ее предупреждали об опасности физической расправы, но Элеонора Павловна была непреклонна. У некоторых, может быть, принципы меняются в жизни, у меня нет. Вот я с юности считала, что упал человек, дай ему руку. Плохо человеку, помоги ему. И это не поза, и не красивое слово. Я действительно так поступала в жизни. Более 50 лет своей жизни Элеонора Козьмиди проработала в Сухумском музыкальном училище. За это время она воспитала немало известных пианистов. Свою гражданскую позицию она выражала активным участием в работе Народного форума Айтгалара. Своим принципам Элеонора Козьмиди осталась верна и во время Отечественной войны народа Абхазии. Проявленные ею стойкость и мужество в противостоянии с грузинами до сих пор пример для многих. Для меня Элеонора Павловна, Элечка, Эля, как мы ее называли, это в первую очередь символ довоенной сухумской жизни, потому что это женщина неравнодушная. Это женщина, которая всегда занимала такую активную гражданскую, как мы сегодня говорим, позицию. Она настоящая сухумчанка, она настоящий патриот Абхазии. И она до войны очень много делала для того, чтобы жизнь сухумская, сухумчан, стала как-то более разнообразной, что ли. Был знаменитый киноклуб, который мы посещали, были дискуссии. Я уже не говорю о той плеяде учеников, которых она создала. Настоящему испытанию Элеонора Павловна подверглась в тюрьме. Когда началась война, ее обвинили в незаконном хранении оружия и посадили. Оставляли без воды и еды на целые сутки, сажали в холодную камеру, отключали свет в карцере. В таких условиях Элеонора просидела в тюрьме более 3 месяцев. Они хотели убить меня с самого начала. Они меня туда бросили, а дверь оставили открытую. То есть она была прикрыта, лежит ключ и замочек. И туда довольно часто врывались гвардейцы, наставляли на меня автомат, имитировали расстрел, убегали, потом следующие. Пугали. Но была бы я подурнее, вот, открыта дверь, беги. И при попытке к бегу меня бы просто расстреляли. Да, совершенно верно. Ну я же не дурная. Я закрыла и сказала, возьмите ключ. Сорвала им это дело. В это время в Гудауте в пресс-центре велась большая работа по освобождению Элеоноры Козьмиди. Международный комитет Красного Креста начал проводить бесконечные проверки в тюрьме, и вскоре грузины были вынуждены отпустить Элеонору Павловну из-под стражи. Мы, конечно, стали сразу бить тревогу. И депутаты, и журналисты, и мы от имени пресс-центра Верховенсовета писали письма, писали везде, куда можно было только достучаться, и Amnesty International, Amnesty, то есть в какие-то правозащитные организации. Мы подняли очень большой шум, потому что мы понимали, что мы уже имеем дело с людьми, для которых совесть немножко как-то забытое понятие. И тогда и Красный Крест, и была организована большая общественная, можно сказать, кампания в защиту Элеоноры. И я думаю, что, в общем-то, это сработало. За свою жизнь этой хрупкой женщине пришлось пережить много горя, и все эти испытания не прошли даром. Сегодня она часто жалуется на плохое самочувствие, у нее слабое сердце, но своему принципу всегда помогать тем, кто в беде, она никогда не изменит. Участники круглого стола поздравили Элеонору Павловну с 23-летием победы в Отечественной войне народа Абхазии, подарили цветы и памятный подарок. Сария Смыр, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.